Хими понятным языком общается с читателем поэтесса Алена Ельцова, как с лучшим другом делится самыми сокровенными мыслями. Подборка стихов «Рябиновая осень» в этом году стала победителем в номинации «Поэзия». Осень – моя любимая пора. Так получилось, что сразу несколько новых стихотворений я посвятила именно этому времени года, осенним настроениям, мыслям и собрала их в отдельную подборку. Именно в номинации «Поэзия» выбрать лучших было сложнее всего, отмечает главный редактор журнала «Войвы Входжев» Алексей Полугрудов. Работ было много, причем сильных и по мысли, и по слову. Авторы нашли в закромах народной памяти и диалектах слова и выражения, которые в эпоху глобализации забываются у носителей, поэтому у современных литераторов вполне можно поучиться хорошему нетронутому языку. У нас остались традиции классической поэзии, которые сохраняются еще со времен древних греков. Это основа. Поэтому выбирать лучших среди профессионалов было крайне сложно. В номинации «Проза» диплом «Серебряного крыла» достался Александру Шебуреву из Усть-Кулома. Автор немало удивил коллег по цеху, ведь раньше писал стихи. В новом для себя жанре он открыл особенных людей, глубоко проникая в характер и мысли героев. В публицистике отметили Александра Ульянова. Так точно жизненные перипетии своих героев не описал никто. В драматургии ожидаемо не было равных Алексею Попову. Кстати, в этом направлении пока нет молодых последователей. Коми-литература остается классической, так оценивает ее современное состояние председатель Союза писателей Республики Елена Козлова. В других литературах существует много разных течений. В коме можно выделить разве что белый стих. Это не рифмованные стихи, это течение есть в коми-литературе, его развивают молодые авторы. Первой начала Галина Бутарева, Елена Афанасьева и подхватила молодежь. В прозе преобладает классика, есть объемные повести, рассказы. Сама Елена Козлова была отмечена в номинации «Перевод на коми-язык». Благодаря писательнице теперь можно без потери смысла и эмоций прочитать на русском повесть Елены Габовой «Москва слезам верит». А вот новых имен литературный конкурс в этом году не открыл. Поэтому писатели призвали всех, кто пробует себя, не прятать свой талант. Предложили авторам подумать и над конкретной темой. В следующем году все культурное сообщество республики будет отмечать 130-летие со дня рождения Виктора Савина. А он был не только видным драматургом и поэтом, но также писал песни, пел, играл на музыкальных инструментах, учил актерскому мастерству студентов. Вполне возможно, что у авторов может появиться новый взгляд на эту многогранную фигуру. Константин Куратов, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.